После кончины известного политического деятеля Тараса Шамба общественность республики обратилась в столичную администрацию с предложением присвоить его имя парку, расположенному на пересечении проспекта Аяйра и улицы Воронова. Глава администрации Беслан Эшба направил соответствующее письмо в Сухумское горсобрание. Депутаты единогласно проголосовали «за». Однако вскоре выяснилось, что парк ранее был переименован. Правда, название так и не было закреплено соответствующими документами. В 2014 году Сухумским городским собранием было принято решение о переименовании парка имени Георгия Алексеевича Дзидзари. Но по непонятным нам причинам администрация не исполнила это решение. Название не было внесено в реестр парков. Нигде не было указано новое название парка. Как вы знаете, в пятницу у нас было заседание городского собрания, где глава города обращался к нам с письмом о переименовании парка имени Тараса Мироновича Шамба. Депутаты единогласно поддержали этот вопрос, это решение, но никто на заседании, ни глава города, ни депутаты, никто не знал о предыдущем решении городского собрания, так как администрация не исполнила, опять-таки повторяюсь, и он не был внесен в реестр парков, и название указано старое, еще довоенное. Кроме того, в абхазском сегменте интернета появились публикации, которые вводят многих граждан в заблуждение. По словам Дмитрия Маршания, парк, известный горожанам как «Сказка», официально не носил имя Юрия Воронова. Именем ученого в Сухуми названы только улица и школа. Я думаю, это произошло из-за того, что прилегающая улица носит название Юрия Николаевича Воронова, и поэтому в народе люди стали называть парк имени Воронова. Также в картах, везде в обозначениях, везде парк обозначался как парк Воронова, тоже неверно. Я думаю, что, скорее всего, потому что в советское время улица носила название Орджоникидзе, и парк тоже носил название Орджоникидзе, и поэтому как-то люди думали, что если улица Воронова носит название, то и парк тоже. Как разрешится ситуация и чьим именем в итоге назван парк, вопрос находится на стадии обсуждения. Пока решение вынесено не будет, но обе стороны понимают, родственники, что произошла банальная ошибка 7 лет назад, и это понимание есть. Я думаю, с этой ситуации все выйдем красиво. Решение городского собрания будет согласовано с родственниками и Тараса Мироновича, и Георгия Алексеевича. И, как я еще раз сказал, имена этих выдающихся людей должны быть увековечены для будущих поколений. Депутаты Сухумского горсобрания также приняли решение о присвоении парку напротив столичной администрации имени государственного и политического деятеля Абхазии Ефрема Эшба. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.